Давайте вспомним, что произошло в Югославии. Что произошло в Ираке, Сирии, в Ливии, Վենեսուելա, Венесуэле. То же самое с Кубой. Ожидается. Фактически, это представители сатаны, это инструменты сатаны, это США. Они ломают однополюсный мир для достижения своих целей. Не дай Бог, если вдруг падет Иран, следующее ожидание это Корея Северная, Россия. Крым, воссоединившись с Россией, спас себя, не только себя, но и саму Россию и Армению. Давайте представим, что бы произошло сегодня, если бы Крым был бы под пятой фашистов, неонацистов, которые являются просто грязным инструментом Запада. Представим клин вбитый между Россией и Арменией. Что бы произошло с нами? Мы просто спаслись благодаря воссоединению Крыма к России. Если произошел один шаг воссоединением Крыма к России, то далее то во время падения Ирана мы и Россия отступим на шаг назад. Представьте себе и в военном, и в экономическом плане, что дала России Крым, и что потеряют и Армения, и Китай, и Россия вследствие падения. Если пойдет Иран, если Иран не устоит. Там появятся, конечно же, натовские базы. И, конечно же, есть версия, что будет употреблено ядерное оружие против России. Господин Апетян уже сказал об экономическом влиянии в связи с Китаем. Поэтому очень важно сделать все возможное, чтобы не допустить, чтобы США сломали бы Иран. В случае Ирана для Армении, в случае с Ираном очень важно то, что произойдет технологические моменты в самой Армении. США и Израиль, и США уже напали на Танзи. Слава Богу, в основном это было подземное. Но не дай Бог, уже было 2 удара на атомную станцию, и не дай Бог, если бы этот удар был бы более мощным, то был бы уже второй Чернобыль, если не более. Радиоактивные частицы, как в виде дождей, как в виде осадков, могут в разных регионах появиться, ну и, конечно, не в самом Иране, и, быть может, и в самой Армении. Я постараюсь кратко сделать несколько цитат. Из интервью Марии Захаровой, который сказал, в Иране действия Запада
Чем հասցնում ինչ առաջացնել, Չերնոբիլի նման աղետ могут да, привести к такой же катастрофе, как было в Чернобыле. Մի երկու թիվ նշեմ, թե որ կան մոտ են Приведу несколько цифр, օբյեկտներ Հայաստանին, դրանք պաշտոնական насколько близки ядерные объекты Ирана к Армении. Ուրեմն առաջի թիվը դա Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանից հեռավորությունը, երկրորդ թիվը Երևան քաղաքից։ Первое число будет показывать расстояние от границы Армении, второе к Еревану, да? Այո։ Թավրիզի միջուկային օբյեկտը պետական սահմանից հեռու են տամենը 80 կիլոմետր, В 80 километрах находится Таврийский 281 կիլոմետր Երևանից, и 281 километр составляет дальность от Еревана. Սանդի միջուկային կենտրոնը 135 կիլոմետր պետական սահմանից, 135 километров от границы этот Саудский 322 կիլոմետր и 322 километра до Еревана. Այո։ Բոնաբի գյուղատնտեսությունում ատոմային էներգիայի կիրառման հետազոտական կենտրոնը 170 կիլոմետր պետական սահմանից, 170 կилометров от сельскохозяйственных, да, Բոնաբի գյուղատնտեսությունում ատոմային էներգիայի կիրառման հետազոտական կենտրոն 170 կիլոմետր պետական սահմանից, сельскохозяйственные фактически угодья были поражены, да? Нет? Такой институт, где применяется атомная энергия для сельского хозяйства. Хорошо, ну вы уже перевели. 342 կիլոմետր Երևանից, От Еревана 342 километра, Ղազվինի միջուկային օբյեկտը 436 կիլոմետր 436 պետական километров. սահմանից, Второе, Гавниз, как называется? 436 կիլոմետր Да, это պետական сказать. սահմանից, 436 километров от границы, 648 կիլոմետր Երևանից, 648 километров от Еревана. Չալուսինը, Чалус, կենտրոնի тоже 513 ядерный կիլոմետր, центр. Сколько километров? 513 կիլոմետր պետական սահմանից, 510 километров от государственной границы и 710 от Еревана. 718. Թերեջի միջուկային կենտրոնը, Ядерный центр Теледжи 535 535 километров от границы 740 կիլոմետր Երևանից, 40 до Еревана. Թերանի միջուկային օբյեկտը Тегеранский 573 ядерный центр 573 կիլոմետր 573 կիլոմետր от госграницы и 785 780 километров до Еревана. Էրակի միջուկային օբյեկտը, Էրակ Иракский 613 կիլոմետր ядерный объект, центр. Сколько? 613 613 километров 817 կիլոմետր Երևանից, и 813 километров до Еревана. Պարշինի միջուկային օբյեկտ, Պարշին Паршин, ядерный центр. 611 կիլոմետր 611 километров до госграницы Армении и 121 километр до самого Еревана. И так далее, наверное. Այո, եւ սահմանափակ մի շարք միջուկային այլ կենտրոններ նույնպես կան, որոնք մոտ են Երևանին։ И кроме упомянутых существуют еще ядерные центры, которые достаточно близки к Армении. Самое крупное это Бушер, да? Ատոմային էլեկտրակայանը Атомная электростанция. չեն բացառում ուղղակի, որ կարող է Не հարված исключается, что будет նաև այս целенаправленный удар направлен именно вот туда, որովհետեւ Իսրայելը մի պետություն է, որը ամեն ինչ ունակ է։ потому что Израиль это страна, которая может позволить себе все. Եվ եթե տեսա, որ պետությունը բավական լուրջ գոյաբանական խնդիրի առաջ է И կանգնած, если увидеть, что страна стоит перед именно экзистенциальной проблемой Իրանի выживания հրթիռային հարվածների հետևանքով вследствие ядерных ударов Ирана, կարող է գնալ նույնիսկ այդ քայլի։ Израиль может пойти и на применение ядерного оружия, да? Կենտրոնի հեռավորությունը Հայաստանի պետական սահմանից ընդամենը 1183 կիլոմետր է։ Упомянутый объект 1183 километра составляет 1376 до госграницы, а до Еревана 1376 километров. Вспомните, что произошло после катастрофы Чернобыля, когда радиоактивные частицы доходили благодаря ветрам до самой Европы. Я не говорю уже о самой Белоруссии. Спасибо за внимание.